көрермандар, угармандар, мен атым Кайрат Итибаев, Чет өлкөлүк инвесторлор ассоциациясынан биз атайын ушундай пресс-конференция өткөрүп жатабыз. Биздин келген чет өлкөлүк мейманыбыз ошо Ли мырза. Бул чоң региондун губернатору, Кёнбук деген региондон келип жатат. Сиздер ошо пресс-релизде өзүңүздөр көргөндөй, бул региондун экономикасы абдан күчтүү. 70 киши келип, азыр ошо делегация менен Кыргызстанга келип кетишти. Эртең бүгүн кечинде буюрса жолго кайта чыгышат. Бул региондун акча көлөмү 115 миллиард болот. Анан жана Поско, Samsung компаниялар ушул региондо жайгашкан. Кореяда 7,3%-тын улуттук ички дүң продукциясынын элейт да. Бул ачык маалыматтарга караганда. Анан өзүнөн бүгүнкү күндө азыркы пресс-конференцияда 2 бөлүктөн турат. Ли мырза айтып берет өзүнүн багы алдыга койгон пландарын кандай кылып кызматташсак болот экономика тараптан. Анан бизде экинчи бөлүк болсо кыска мындай жарыя Кыргыз-Корея мини-MBA жактан мен өзүм айтып берем. They asking me Russian, the same. Доброе утро, уважаемые зрители, слушатели. Я Кайрат Итибаев, председатель Ассоциации иностранных инвесторов. Меня попросили оказать техническую поддержку. Вот мы сегодня имеем честь быть здесь на пресс-конференции. У нас прибыла большая делегация в количестве 70 человек с университетом, с ректорами. Вот со мной рядом сидит господин Ли, губернатор провинции Кёнбук. Вот, и я имею честь его сегодня представить. У нас есть вот переводчик Айтназар, и он будет переводить, чтобы был короткий перевод. Наша задача представить его видение, как развивать взаимоотношения, сотрудничество в экономике, в образовании, в культуре, в туризме. Он о себе сейчас вам расскажет, о условиях вообще провинции. Как мы писали в пресс-релизе, у нас это очень интересный регион. Порядка 115 миллиардов долларов составляет внутренний региональный валовый продукт. 7,3% это от национального ВВП Кореи. Огромная компания, где размещены Поско, Постек, Samsung. Огромные компании работают именно в этом регионе. И сегодня у нас пресс-конференция состоит из 2 частей. Первая часть посвящается господину Ли, губернатору. Он расскажет, как я ранее озвучил, свое видение нашего сотрудничества в экономике. И вторая часть, очень короткое объявление, кыргызско-корейский мини-MBA, о котором я расскажу вам позже. Спасибо. 우선에 키르기스탄에 오니까 우리 한국 사람과 키르기스탄 사람이 얼굴이 너무 똑같아서 전혀 외국에 왔다는 이런 생각이 안 들 정도로 먼 옛날에 우리가 같은 민족이 아니었느냐 이런 생각이 들 정도로 친숙함이 있었습니다. 단지 얼굴은 똑같은데 말이 달라서 서로 뜻이 통하지 않는데 서로 말만 같이 맞추면은 우리가 너무나 친하게 지낼 수 있는 그런 얼굴들이라 이런 생각이 듭니다. 제가 키르기스탄 첫 방문했는데 느낌은 많은 산들이 있고 우리나라는 산이 과거에는 70%인데 이제는 90%가 됐으니까 산이 많은 나라가 이제 앞으로는 관광 자원으로 잘 살 수 있다 이런 생각이 들고 또 현재 국민 소득이 다른 나라보다 좀 적게 체크되어 있는 것은 더 이제 방향을 바꾸면은 제가 생각할 때는 2030년이 되면은 4차 산업혁명이 완전히 시작됩니다. 그때 되면은 사람 대신에 기계가 일하면 전 세계 사람들이
관광을 많이 다닐 겁니다. 그래서 관광 자원이 풍부한 키르기스탄이 부흥할 수 있는 계기가 되리라 생각하는데 관광에 대해서 더 많은 노력을 하고 새로운 길을 트는 게 좋겠다 말씀을 드리고 한국도 과거에 70년 이전에는 세계에서 가장 못 살았습니다. 그런데 새마을 운동을 하고 산업을 일으키고 또 인재를 키우고 해서 지금은 세계에서 10번째 가는 경제 대국이 되었는데 키르기스탄도 한국처럼 새마을 운동도 하고 인재를 양성하고 또 산업을 부흥시키면 한국과 똑같이 잘 사는 나라가 되리라 그렇게 생각합니다. Сначала хочу сказать, что перед тем, как прийти в Кыргызстан, я почувствовал, что наши страны очень, как сказать, имеют родственные связи, потому что это мой первый визит, и после того, как я прибыл сюда, увидел очень знакомые на корейцев лица. Но так как у нас языки разные, немножко был в растерянности, потому что, как я уже говорил, лица похожие, но языки разные. Если у нас будут только, мы как-то сможем понять друг друга, то, думаю, это для нас будет очень хорошим моментом. И хотелось бы сказать, что в Кыргызстане очень много гор, более 90%, как я знаю. И это дает это дает преимущество для того, чтобы развивать сферу туризма. Потому что на данный момент Кыргызстан в сравнении с другими странами имеет малый ВВП, но это, конечно, ничего страшного, потому что к 2030 году у нас ожидается быть 4-я на счету индустриализация. И благодаря этому весь мир будет в движении, потом в потоке, так как будет путешествовать. Мне кажется, если только приложить усилия в сфере туризма, то Кыргызстан вмиг догонит своих остальных предшественников. Например, только вот Корея 70 лет назад была номер 1 по бедности, но сейчас смогла вырваться из этой бедности, поддерживая таких умных людей, перспективных людей. Также у них в Корее было такое понятие, как «새마을 운동». Это означает, что жители деревень улучшали хоть как-то свою деревню каждый раз, если была возможность. Поэтому я считаю, что у Кыргызстана есть большие перспективы. Спасибо. Коллеги, может, есть вопросы? 질문이 있는지 물어보고 있습니다. Чтобы вообще цель визита выступать то, чтобы ознакомиться с экономикой Кыргызстана, или есть еще какие-то другие планы? Проекты, конкретный проект. 이제 주지사님이 키르기스탄을 방문하신 목적은 정확히 무엇인지 알고 싶더라고요. 그 프로젝트에 관심이 있는지 아니면 뭐 경제 그런 거예요. 제가 이 방문한 거는 우선 키르기스탄 대학에서 아라바야 대학에서 특강을 하는데 우리 대학생들이 한국에 와서 유학을 오기를 기원함을 그래서 함께 같이 공동 발전할 수 있는 인재를 양성하기 위해서 유학생을 유치하는 데 목적이 있었고 또 우리 산업들을 소개하고 우리 산업들이 기술과 어떻게 연계할 수 있는지 그런 걸 논의하고 또 이 나라 총리 장관님을 찾아뵙고 이분들과 우리 한국의 ODA 사업이라고 있는데 ODA 사업을 어떻게 할 수 있는지 특히 농업 분야에 협력할 수 있는 부분에 대해서 같이 의논하고 또 한국에 대해서 관심을 많이 갖는 사람들에 대해서 한국어를 공부시킬 수 있는 그런 학당을 만드는 이런 것들에 대해서 관심을 갖고 찾아뵙었습니다. В данный момент целью визита является первая это лекция
в университете Ишиналы Арабаева, потому что там собрались несколько университетов с Кёнбукдо, с юго-восточной части Южной Кореи, а точнее 9. Целью проведения лекции это создание больше мест для студентов, чтобы они обучались в Южной Корее, также ознакомление студентам индустрию Южной Кореи, также дальнейшее видение, как мы можем вместе привлекать больше студентов. И также помимо этого он планирует встретиться с премьер-министром, также с депутатами, чтобы конкретно поговорить о том, как можно улучшить сельхозиндустрию в Кыргызстане. Также какие интересы Кыргызстана есть именно в сотрудничестве с Южной Кореей. Также перспектива открытия новых мест обучения корейского языка, таких как Сэджон Хактан в Кыргызстане. Добрый день, телеканал ТВ-15. У нас в Кыргызстане при взаимодействии с другими странами очень показала свою эффективность такая практика, как побратимость городов и областей. Вот, в частности, Джалалабадская область, она считается индустриальным центром, промышленным центром, сердцем нашей страны. Есть ли у вас в планах, готовы ли вы с какой-то из наших областей, может быть, городом, стать побратимами, чтобы конкретно развивать какие-то проекты? 네, 안녕하십니까. 다른 방송국에서 왔는데 TV15라는 방송국입니다. 여기 지금 키르기스탄은 이제 성공적으로 이제 비시케 수도 아닌 그 지역, 잘랄라바드 지역, 또 여기 남쪽에 있는 지역들에서 이제 다른 나라들과 산업화 시키는데 좀 좋은 결과를 보이고 있는데, 그쪽 지역 관심이 있는지, 그 지역에서 정확히 무슨 뭐 프로젝트를 하려고 하는 생각이 있으신지 물어보십니다. 제가 오늘 당장 무슨 산업을 어떻게 협력을 할 거냐 그런 것보다는 한국에 대해서 이 나라에서도 잘 알고 있고, 또 같이 협력을 하면은 우선에 얼굴이 똑같고 또 생각이 같은 민족이었기 때문에 협력이 잘 되리라 생각합니다. 그래서 한국은 지금 산업적으로 세계에서 부러워하는 배터리라든지 반도체라든지 그 외에 또 농업 분야라든지 이런 협력할 부분이 많이 있으니까 어느 주라도 저들과 협력하고 싶은 주가 있으면 언제든지 한국을 방문해서 특별히 또 경상북도를 찾아오면은 저들도 얼마든지 논의를 할 수 있다고 생각합니다. Я побоюсь сказать о том, что я как-то сейчас проявляю инициативу в этом, имеется в виду, точнее, не в планах, то есть на данный момент мы не как-то активно совершаем какие-то действия в сфере индустриализации. Я просто хочу сказать, что, конечно, наши страны, оба стран имеют похожую внешность. Я подумал, также, может быть, они имеют похожие мысли. Поэтому, если со стороны Кыргызстана будет инициатива как-то развить какой-то проект, либо создать, то, пожалуйста, когда угодно мы будем ждать в Южной Корее, чтобы тесно сотрудничать, особенно в Кёнсанпукто, в юго-восточной части Южной Кореи. 제가 얼마 전에 한국에 나와 있는 대사님, 아이다 대사님을 우리 경북도청에서 만났는데, 대사관저에서 많은 것을 알고 있기 때문에 그분들을 통해서 언제든지 연락 주시면 협력할 수 있다고 생각합니다. Недавно, до этого я встречался с послом Кыргызской республики Аидой в Корее. И через них мы получали многие проекты, многие такие разного вида дела и информацию о Кыргызстане.
конечно, я считаю, что через нее, если будете поступать, то есть рекомендовать свои проекты, либо свои идеи, то мы всегда можем это обсудить. 감사합니다. У вас нет больше вопросов? Пока нет. После вас может. Вы знаете, наша миссия Ассоциации иностранных инвесторов – это построение делового имиджа нашей страны в глазах потенциальных и действующих, существующих иностранных инвесторов. Мы взаимодействуем в очень хороших партнерских отношениях с нашими уполномоченными госорганами, поэтому мы всегда готовы к сотрудничеству, открыты. И наша задача вот сейчас при взаимодействии с нашим университетом, нашим партнером, Салымбеков университетом, на базе мы сейчас ставим программу обучения для предпринимателей, малого и среднего бизнеса. Малый и средний бизнес у нас в Кыргызстане является таким динамично развивающей прослойкой, и наша задача, хотелось бы, чтобы они систематизировали свой бизнес, получили больше навыков, знаний и открыли себе возможность в технологическом прорыве развития. Поэтому, как нам кажется, Республика Корея является в этом плане самым оптимальным для модели развития нашей страны. Почему? Потому что у них также нету ни нефти, ни газа, у них есть только люди, человеческий капитал. Образование является очень важным. Вот сегодня господин Ли приехал с такой миссией, приехал с университетами. Мы их тоже приглашаем быть партнерами нашей программы мини-MBA. У нас в программе мини-MBA два корейских партнера, Котра и Семас. Это государственные агентства. Котра это по торговле и инвестициям, как вы знаете, 1962 года. И это впервые, наверное, в истории нашей страны у нас получилось с ними сделать такую мини-MBA образовательную программу. Семас это второе агентство, дает возможность развития малого и среднего бизнеса и самозанятости в самой Корее. Но они говорят, если вы найдете партнеров, то мы могли бы рассмотреть даже вопрос льготного кредитования по 2% годовых. То есть это великолепная, уникальная возможность для всех наших кыргызских предпринимателей затронуть технологическую страну, найти себе партнеров. Поэтому это курс всего лишь 6 недель. 4 недели мы обучаем здесь, 5-я неделя подготовка к поездке, то есть составление профайла, тизера. И 6-я неделя бизнес-мэтчинг, то есть встречи там с бизнесом, обучение. Утром будут обучаться, после обеда встречаться. Вот. И я очень отрадно это отметить. И сегодня, пользуясь случаем, таким уважаемым лицом, господином Ли, счел интересным это тоже объявить. Кыргызско-корейский мини-MBA. Они пока рассматривают, мы им предложили стать нашим партнером, может быть, во втором, третьем цикле. Да? То есть мы 4 раза в год будем проводить мини-MBA. Вот сейчас осень, мы сейчас только начинаем. Поэтому всем добро пожаловать на нашу программу, кыргызско-корейскую программу мини-MBA. 키르기스탄에서 곧 있으면 MBA라는 이제 미니 MBA라는 대기업 중심 사업 창출 이제 프로그램 계획이 있는데 이제 한국도 이제 같이 협력하고 특히 한국에서 코트라하고 세모스라는 이런 기관들이 협력해서 같이 도와주기로 했습니다. 한국도 이제 키르기스탄처럼 차원이 없고 다만 사람들을 이제 중심 자원으로 해서 이렇게 큰 발전을 했는데 우리도 그런 기획을 앞두고 있습니다. 이번 프로그램에서 이제 키르기스탄 대기업 비즈니스맨들이 이제 되게 성공적인 결과를 보여주면은
한국 쪽에서 300만 달러를 이제 1년에 2%로 이자를 해서 이제 할지도 모르겠다 합니다. 그래서 이번 기회에서 이제 이철우 주지사님도 오셨기 때문에 한번 협력하자고 조언을 던졌다고 합니다. 근데 이번에는 안 될 것 같고 이제 다음 내년 아마 같이 협력하면 너무 좋을 것 같다고 전해드렸습니다. 한국이 이제 박정희 대통령이 새마을운동을 하면서 결국은 새마을운동이 정신운동으로서 우리도 한번 잘 살아보자 이런 운동을 펼쳐서 온 국민이 부지런하게 일을 하는 그런 정신운동과 또 잘 살기 운동을 펼쳤는데 그래 하면서 대기업 위주로 나라를 발전시켰습니다. 그 대기업이 현재 삼성, 현대, LG, SK, 포스코 이런 대기업들이 있는데 이 대기업 위주로 나라가 발전이 되었고 이제 키르기스탄도 한국처럼 자원도 없는 나라가 인재로서 대기업 위주로 한다는 것은 매우 선택을 잘한 것 같습니다. 대기업이 했다는 것은 세계와 경쟁을 하기 위해서 대기업이 나섰는 겁니다. 그렇기 때문에 그런 정책을 펼치는 건 잘하셨고 그 다음에 코트라와 함께 협력을 하면은 코트라는 세계 무역을 하는 그런 우리 한국의 조직인데 거기에서 인정하는 그런 일들을 하면은 서로 간에 자금도 지원받을 수 있고 계획대로 잘 되리라 생각합니다. 그렇기 때문에 저들 경상북도 차원에서는 그런 계획을 가지고 오면은 저들도 잘 검토를 해보도록 그렇게 하겠습니다. Южная Корея уже начиная с 60-70 лет тому назад при президенте начало такое движение, как «Новая деревня», Сэмаэл-Рундонг. План этого проекта заключался в том, чтобы жить новую жизнь, сделать деревню, сделать район еще чуть лучше, чем раньше. Поэтому вся страна, вся деревня объединялась в такие большие силы и улучшала. И, конечно, также Кыргызстан, что хочу сказать, она, думаю, хорошо взяла свой путь, ставя ресурсы человека вперед, потому что Корея уже добилась таких больших высот благодаря этому. Сейчас в Корее существуют такие большие компании, как Samsung, LG, POSCO, да, но они начинались с малого. Также думаю, что если Кыргызстан будет сотрудничать с такой организацией, как Котра, оно является таким всемирной трейдовой организацией. Поэтому они могут получить большую помощь. И также, если кыргызская сторона также придет со своими идеями, если у них есть какие-то планы для сотрудничества, то всегда приходите в Кёнгсанбукдо, будем с нетерпением ожидать. 감사합니다. 질문 있는지? Сейчас они говорят, что нужно встретиться с премьер-министром. 10:30 они должны приехать, все равно люди, они приедут 10:30, насколько знаю. 알기로는 10시 30분에 사람들이 데리러 온다고. 우리 호텔로 갔어. сначала в отель, потом туда, говорят. Проблем нет. И сейчас 3 минуты. 알겠습니다. 3분 정도 더 질문 있습니다. Уточните, пожалуйста, участие будет платным? 여기 미니 MBA에 대한 질문이 있는 것 같습니다. Нам нужно покрыть расходы, связанные с заработными платами наших инструкторов, лекторов. 3 раза в неделю, 7:30, 9:30 будут лекции, именно утром. И, конечно, там будут еще поездки, поэтому это все стоит денег. Я сейчас не буду озвучивать. Вы, если хотите, я могу отправить вам отдельно. И есть ли у вас информация по объему корейских инвестиций в Кыргызстан? Может, какие-то крупные проекты можете назвать совместно? 여태까지 키르기스탄에 투자한 온 금액
제가 아직까지 파악을 정확하게 못하고 있는데 그거는 대사관 통해서 알아보면 다 정확하게 나와 있을 겁니다. Сейчас я не могу сказать точную сумму или точный объем, но вы можете это узнать через посольство Южной Кореи в Кыргызской Республике. Я просто озвучу очень интересный факт. Согласно информации правительства Кореи, Кыргызская республика стала номер 1 по импорту поддержанных автомашин. Сумма чего составляет не менее $1 миллиарда за прошлый год. И это великолепная возможность в этом плане дальше развивать сервис. Из Кыргызстана можем, как это официально, да, заниматься реэкспортом в русскоязычные страны Евразийского экономического пространства. Сейчас очень много рекламы, наверное, вы сами знаете, что здесь регистрировать легче, быстрее, нету никакой там бюрократии, и можно свободно ездить с кыргызскими номерами и в России, в Армении, в Белоруссии, в Казахстане. Это уже практикуется. Вот. Сейчас еще есть хороший объем у нас с косметикой, корейская косметика, корейская еда, вот, и очень хорошо потребляется кей-поп контент, поэтому я считаю, что можно было бы вести очень хорошее сотрудничество на равных именно с Республикой Кореи и получать очень много интересного, в том числе технологического развития. 정보에 따르면 기르기즈공화국이 한국차를 수입하는데 거의 1등을 차지했다고. 한국 뭐를? 한국차를 차. 많이 수입하고 있다고. 그 수입하는 나라들 중에 거의 1등이라고 전해드렸습니다. 그리고 한국 화장품, K-pop 콘텐츠를 많이 접하고 있고 앞으로도 이제 지금 친밀하게 협력하는 걸로 예상하고 있다고 합니다. 한국 차를 기르기스탄에서 수입은 하긴 하는데 한국 차는 미국에 가장 많이 팔고 있고 유럽에도 많이 팔고 있기 때문에 한국 차가 지금 세계에서 한 서너 번째 가는, 세 번째, 네 번째 가는 그런 큰 시장이기 때문에 기르기스탄하고도 유대 관계를 계속 협력 관계를 하는 게 좋을 거로 생각하고, 특히 한국 화장품은 세계에서 가장 인기가 있는 화장품입니다. 그래서 지금 한국 화장품에 대해서도 기르기스탄 사람들 얼굴이 우리가 똑같이 생기기 때문에 한국 화장품을 잘 맞으리라 생각합니다. 그래서 협력 관계를 갖도록 저들이 열심히 노력하도록 하겠습니다. Да, насчет импорта автомобилей, конечно, Южная Корея является одним из мировых лидеров в экспорте машин. Также вот самым первым местом занимает Америка, дальше Европа и, конечно, тоже Кыргызстан в большом количестве как бы импортирует в свои страны машины. Также насчет косметики, да, также Корея в этой сфере тоже является одним из лидеров. Мне кажется, причиной того, что кыргызы схожи с корейцами, это потому что используют корейскую косметику. 제가 이제 마지막으로 한 말씀 드리면 기르기스탄에 오니까 옛날 한국에 어렵게 살던 그 비슷한 그런 어려움을 겪고 있는 것 같습니다. 그런데 한국도 후진국에서 선진국 된 나라는 전 세계에서 대한민국밖에 없습니다. 그러니까 대한민국 같이 기르기스탄이 유학생을 많이 보내서 결국은 인재들이 일을 합니다. 유학생을 많이 보내주시고 또 협력할 사람이 있으면 양국 대사관을 잘 활용해서 함께 노력해서 기르기스탄이 중앙아시아에서도 가장 잘 사는 그런 나라가 되기를 기원드리고 세계에서 우뚝 서는 나라가 되기를 기원드리겠습니다. Напоследок хочу сказать, что на данный момент Кыргызстан, кажется, переживает то, что Корея переживала раньше. И, конечно, раньше переживали все страны. Хотелось бы добавить, чтобы Кыргызстан
если будет вкладываться в обучение студентов за границей, то они в итоге вырастут в способных людей, также вернутся на свою родину и будут создавать новые места, новые проекты. И, конечно, эту возможность вы можете осуществить через посольство Южной Кореи в Кыргызской Республике. Да, спасибо большое. 네, 감사합니다. 수고하셨어요. 우리 하장님 잘 들었거든요. 통역 어떻게 됐어? 하장님 잘